Рождество Христово – один из главных христианских праздников для православных всего мира. С самого утра в храм Покрова Пресвятой Богородицы православные верующие, проживающие в Ингушетии, приходят на праздничное богослужение. Рождество – светлый праздник, наполненный для верующих особым смыслом. Он дарит надежду, веру и добро в самое светлое и лучшее. Этот праздник мы должны почитать, должны молиться Всевышнему, должны просить Бога, должны просить Матерь Божью, чтобы она молила своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он прощал нам все наши грехи, вольные и невольные. Все праздничные песнопения, весь ход службы готовят прихожан к принятию тайны Боговоплощения Рождества Христова. Пришел в мир Христос, мир воссиял свет, свет разума, как мы сегодня поем за богослужением, и жизнь человека обретает смысл. Обретает смысл в том, что жизнь не конечна. Смерть – это не то, что кладет предел смыслу бытия, да, то, что есть, со всеми скорбями, может, сложностями человеческой жизни, есть надежда. И исполнение этой надежды – это Христос. То, что все возможно изменить, все можно преодолеть с помощью Божией. В православии Рождество завершает собой 40-дневный пост. Он служит для верующих подготовкой к празднованию Рождества Христова. Для прихожан это время духовного очищения, переосмысления своих действий и поступков. Верующие готовятся к исповеди и причастию и ждут рождественскую трапезу. Рождество стараются проводить в семейном кругу, а на праздничном богослужении возносят молитвы о здоровье, благополучии и мире. Дай Бог здоровья всем мирянам, всем людям, которые живут на земле. Дай Бог здоровья, благополучия и чтобы мир был у нас на земле. Поздравляю всех со светлым праздником Рождества Христова. Всем здоровья, счастья, любви и, самое главное, мирного неба над головой. Праздничные богослужения в ночь 6 на 7 января в храме, расположенном на территории Сунжи, проходят ежегодно. В нашей республике издавна живут представители различных народов и конфессий. И руководство региона прикладывает много усилий, чтобы православные чувствовали себя комфортно и имели возможность проводить религиозные мероприятия, отметил Игорь Алеша, советник главы Ингушетии по русскоязычному населению и атаман Сунжского казачьего округа. Все мероприятия, которые проходят там в Дагестане, вот недавно были, закладку делали храма от сама Александра Невского, самоустановка креста была, и десятилетия епархии Махачкалинской, Грозненской было, выезжали туда, потом крестные ходы выезжаем, от республики всячески финансирование идет на дорожные расходы, там, да, если нужно, на гостиницы. Мы ездим всегда, там 15-20 человек делегации собираемся, едем от республики, представляем республику где-то в регионах. Вот сейчас будет буквально тоже, в Черкес будем ехать. Тоже там человек 20. Конечно, соответственно, республика во всем помогает. После Рождества для православных наступают святки, святые дни, в течение которых отмечается праздник. В эти дни принято собираться всей семьей, ходить друг к другу в гости. Это время различных гуляний и особых угощений. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.